Предмет нашего разговора, нашего общения, мы в парламенте республики придумали такой проект. Называется «100 интервью к столетию якутской автономии». Да? В 1922 году исполнится 100 лет, как Якутия стала автономной республикой, то есть обрела определенные права для того, чтобы выстраивать свое социальное и культурное, экономическое развитие. И мы дали права определенные. До этого она находилась в административном подчинении Иркутска, и в Иркутске решали, как развиваться Якутии. Таким образом, получается, почти 100 лет назад мы обрели определенную самостоятельность для того, чтобы выстраивать ориентиры, куда мы идем. И мы поэтому придумали такой проект, чтобы ознаменовать наш столетний юбилей таким реализацией и выпуском, можно сказать, капсулы времени, да, 100 интервью к столетию якутской автономии. Респондентами выступают интересные собеседники, а первые собеседники – это вы. Да? Мы решили начать реализацию нашего проекта с общения с вами. То есть вы первые, кто откроете двери этого проекта. Мы считаем, что вы достойны этого, уверены, что вам есть что сказать, поскольку, как я уже сказал, это капсула времени. Мы видим же, что технологии так быстро развиваются, что, возможно, будут найдены такие решения, которые способствуют человеку жить дольше. Отчего у нас вот эта возникла идея? Она возникла из-за того, что летом 1927 года Платон Алексеевич Аюнский закончил свое произведение «Великий столетний план». Да? Он небольшое произведение, но, можно сказать, правительское во многом. И вот мы, основываясь на великом произведении великого нашего общественного, государственного деятеля, одного из основоположников якутской литературы, хотели бы, конечно, вот этот проект сделать успешным, и чтобы в будущем, через 10 лет, через 25 лет, через 50 лет люди могли обращаться к той ситуации, которая у нас есть, и видеть, что же мы хотим для них моделировать в будущем. Какие у нас есть мнения, какое у нас видение части того, какой должна быть Якутия, какой должен быть Россия, какой должен быть мир и каким должен быть город, где мы, возможно, будем жить. Кто начнет? Я бы хотел как-то рассмотреть будущее вот нашего региона, нашего города, вот как вы тоже сказали, со стороны образования, потому что вот даже на примере нашей школы, новой школы, красивой школы, можно утверждать, что в будущем вот наше поколение и последующие поколения, они будут источником каких-нибудь, они станут отличным источником идей для того, как управлять миром, для того, как сохранить этот мир. И мне бы хотелось видеть наш город именно населенным людьми, которые были бы более осведомлены о ситуации в мире, о ситуации с экологией, с экологической ситуацией,
чтобы они воспитывались в уважении к всеобщему уважению ко всему, к наследию своих предков, к наследию, к удивительным памятникам природы, к образованию, к старшим, друг к другу. Я бы хотел, чтобы Якутия именно строилась на уважении, да. Вообще, Вселенная наша, она удивительная, потому что она оставляет за собой возможность для бесконечного исследования. И мне кажется, нужно действовать прямо сейчас. Сейчас тоже ведутся определенные разработки, да. Потому что Вселенная, она расширяется и расширяется с ускорением. И чем больше мы, можно сказать, медлим, да, тем дальше от нас определенные возможности, определенные другие галактики. Я бы хотела затронуть тему медицины, потому что если мы предполагаем то, что через 100 лет средний возраст человека увеличится, то должны произойти кардинальные изменения в медицине. Если говорить о развитии технологий, то это очень сильно влияет на наше зрение. То есть в Якутии на первом месте по заболеваниям стоит глаукома. Это заболевание зрения. И из-за новых технологий наше зрение еще сильнее портится, и поэтому, мне кажется, эта тема очень остро станет в будущем, и тогда будет очень много инновационных каких-то технологий, чтобы, увеличивать качество нашего зрения, то есть не только с помощью лазера найдут новые технологии, и мне кажется, почти все люди будут иметь почти совершенное зрение. Также сейчас медицина очень развивается в плане генной биотехнологии, и, насколько мне известно, у якутов есть больше 1000 генных заболеваний, то есть они имеют предрасположенность, и в каком-то поколении это заболевание может стать доминантным признаком, и этот ребенок будет болеть им, даже если у родственников этого не было. Мне кажется, вскоре генная инженерия дойдет до того, что они научатся убирать лишние гены, то есть ненужные нам гены, которые будут приносить нам болезни, и многие болезни просто уйдут на нет. Также это касается синдрома Дауна, они будут в эмбриональном развитии брать у ребенка хромосому лишнюю, получается, у нас будут рождаться здоровые дети. Вот примерно так я вижу развитие в плане увеличения среднего возраста. Я считаю, что человечество прежде всего должно объединиться, прийти к сотрудничеству, дабы все данные проблемы, я считаю, что все данные проблемы должны решаться согласованно всем мировым сообществом. То есть не только Россия и Якутия, а весь мир в данном плане. Общение должно быть не только между мировыми лидерами, а общение должны быть созданы определенные площадки, где люди непосредственно связаны с проблемой. Например, проблема генных заболеваний нужно делать так, чтобы врачи принимали непосредственное участие в диалоге и решении данных проблем. То есть, чтобы участвовали сами люди, не только лидеры. А более совершенный человек, да, физически совершенный человек, как Маша и Эрчимен говорят, каким он должен быть? Вот человек, он останется в тех антропологических, да, параметрах, или он изменится, каким они будут с виду, можно ли будет влиять на то, чтобы на выбор своих физических характеристик, да? Или родители могли бы влиять, хотели бы они, чтобы ребенок у них был кареглазым, да? Голубоглазым, да? Или шатеном, или был бы высокий, да? Что-то здесь какие-то возможные решения, или все-таки это
м, вопрос этический, и в это нельзя вмешиваться. Я считаю, что, да, конечно, это вопрос этической точки зрения, и родители, ну, в рамках своих возможностей могут сделать выбор в пользу того, что ребенок будет здоровым, ну, то есть его характеристики будут нормальными, а потом уже сам человек в последующем, в своем будущем сможет, ну, благодаря развитию медицины, определенных технологий, сам себя изменить, если у него будет на то желание. Ну, то есть демократическим путем. Но если мы рассматриваем внешний вид человека, то есть рост, цвет волос, мне кажется, с генетической точки зрения это невозможно. Но если мы рассматриваем рост, мы знаем, какие железы на это влияют, что нам нужно для высокого роста. Конечно, есть предрасположенность к низкому росту, но если убрать этот, как сказать, этот момент, то, мне кажется, рост изменить возможно. Также у нас же как бы идет глобальное потепление. Вот, соответственно, если во всем мире потеплеет, витамина D будет больше, и, возможно, через 100 лет люди будут намного выше. У нас стоит задача в республике треть наших территорий сделать особо охраняемыми природными территориями. То есть мы создаем особый режим этих земель для того, чтобы хозяйственная деятельность человека туда не распространялась. То есть человек не стал, чтобы человек не разрушил эту природу заранее. Да? Сейчас мы создаем режим и не пускаем туда определенную хозяйственную деятельность человека. Хотя они с позиции освоения могут быть очень таким привлекательным. Есть большой интерес у людей к этим территориям, но мы говорим, давайте мы его сохраним для будущих поколений, для людей, которые будут более совершенны, чем мы, да? И скажем, чтобы они смогли также насладиться теми прекрасными видами, которые характерны для нашего времени. Мы освоим территорию республики таким образом, что там найдется место и охраняемым видам животных, да, охраняем природным памятникам, охраняемой среде жизни этих животных, ну и найдется место человеку. Да, вполне это возможно. Ну, я так считаю. Угу. Если, конечно, в течение этих тех самых же 100 лет охранять эти территории, то, в принципе, наше будущее поколение сможет увидеть. Видите себя родителями большой семьи? Или все-таки человечество будет иметь в будущем одного-двух детей в ячейке, в основной ячейке общества, да, в семье, и будет считать, что это нормальное, сбалансированное развитие человечества, поскольку на сегодняшний день действительно считается, что планета перенаселена. Ну, я со своей стороны считаю, что для Якутии проблема перенаселения, конечно же, не свойственна на данный момент, так как у нас довольно-таки огромная территория, и на ней проживает около 950 тысяч человек. И поэтому от этого плотность населения даже меньше 1 человека на квадратный километр. То есть я считаю, что для нашего народа, для якутского народа, должна быть свойственна именно большая семья. Угу. Ну, если на то есть возможности финансовые. Ну, вот если уйдем от субъективизма, да, то, что характерно, вот как Арчимен говорит, да, как вы думаете, что в любом случае человечество будет регулировать эти вопросы? И коснется ли это вообще в человеческих масштабах, да, нормирования? Что давайте мы все-таки будем демографическую политику вести согласованно, да, и будем
или нет? Или это все-таки общенациональные интересы, они будут превалировать над общемировыми? Мне кажется, если человечество все-таки возьмется за как раз-таки освоение тех территорий, которые мы не используем, то тогда и не будет никакой демографической проблемы насчет перенаселения. Мгм. Тогда у каждого будет много мест. Вот Много как-то мест, так да? по аналогии. Мгм. Вот как раз-таки совершенный человек, он будет осваивать территории, которые ему нужны будут. Мгм. Делать существующие места более совершенными и ну вот, осваивать новые территории.